Добрый день, Юрий Александрович. Добрый день, Максим Леонидович. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Как руководитель? Чего и вам желаю. Нет, хозяйство, конечно, беспокойное, потому что полномочий у нас и довольно много. Те, кто поближе знаком с деятельностью агентства, понимают, что у нас и здесь и 6 государственных услуг, здесь и надзорные мероприятия, работа, связанная с регистрацией, учетом объектов культурного наследия. На самом деле это достаточно скучно кажется и звучит, потому что нам редко приходится выходить на экскурсии. Но тем не менее, вот с началом полевого сезона, когда начнется, снега не станет, у нас будут и поездки по районам республики, потому что так или иначе у нас мониторинг объектов археологического наследия, это визуальный осмотр, натурные исследования объектов выявленных, потому что все равно есть несколько заявлений на выявление. И, конечно, мониторинг тех объектов, которые сейчас стоят на учете, которые будут реставрироваться или ремонтироваться. То есть в этом смысле работы, конечно, хватает. Тем более, что по большому счету, даже сравнительно, штат у нас не очень большой. А как много заявлений поступает на постановку того или иного объекта на статус памятника? Выявленных объектов у нас не так, я бы не сказал, что очень много их поступает, потому что те, кто знает специфику того, как ставится на охрану объекты, здания, то, конечно, здесь требуются особые формы заявления, которые должны быть и все равно определенный набор сведений, потому что вот просто обращение у нас бывает иногда, обращение граждан. Приходит, что вот мне понравилось, я вижу, что это старое здание, я хочу его, чтобы его охранялось. Как это сделать? Это не совсем так, потому что нужны все-таки определенные и достоверные сведения о времени создания этого памятника, о местоположении, какое-то хотя бы краткое описание этого объекта. Ну, по крайней мере, у нас мы рассмотрели несколько десятков заявлений в прошлом году. Ну вот какие критерии основные, чтобы объект стал памятником? То есть историчность наверняка, да? Законодательно они определены, то есть как минимум это должно быть 40 лет со времени создания этого памятника, этого здания. Это может не касаться мемориальных домов или квартир, связанных с выдающимися личностями. Это должна быть историко-культурная ценность с точки зрения и архитектуры, и истории, антропологии, социального развития общества. Ну и здесь по виду еще памятников различается, потому что, скажем, если это археологический объект, то он уже с момента обнаружения становится выявленным объектом. А для того, чтобы поставить, скажем, памятник архитектуры или монументального искусства, сначала надо выяснить времени создания его точно, сделать описание, авторство определить и с какими событиями он связан. То есть, конечно, большую часть работы мы тоже делаем сами, потому что законом определено со времени поступления заявления, мы буквально, это уже наш есть внутренний порядок, 5 дней рабочих отводится на то, чтобы определить, соответствует ли они критериям, предусмотренным законодательством. И потом в течение 90 дней мы проводим работу по подтверждению тех сведений, которые содержатся в заявлении, и по выявлению дополнительных каких-то данных, связанных, например, с территорией этого объекта, какова его исторические границы, скажем, этого объекта, что может быть включено в предмет охраны этого объекта. Потом у нас процедура такова, что заявление и дополнительные материалы, которые мы собираем, у нас рассматривает наш экспертно-консультативный совет. Он разделен на 3 секции. И здесь это секция, посвященная памятникам архитектуры и монументального искусства, секция археологического наследия и секция истории и популяризации объектов культурного наследия, с которой
Максим Леонидович, член нашей этой секции экспертного совета, с которыми мы обсуждаем вот эти присланные документы, и совет может рекомендовать о включении или не включении этого объекта уже в перечень выявленных объектов. И следующая процедура — это уже проведение государственной историко-культурной экспертизы, где вот это наше общее совместное решение уже рассматривают специалисты, аттестованные Министерством культуры Российской Федерации, то есть имеющие самый такой ответственный статус в этой процедуре. Что вообще дает статус памятника? Защищает ли он здание, сохраняет ли его? Дает ли это возможность реставрировать тот или иной памятник? То есть даже сам термин реставрация, это уже применяется уже по отношению собственно, к объектам культурного наследия, к зданиям, которые имеют такой статус. Уже на стадии выявленного объекта, то есть если у какого-то здания есть статус выявленного объекта, но пока еще не поставленный, да? Да, но еще не включенный в реестр, Первый его этап. уже нельзя сносить. То есть это уже определенный охранный статус, соответственно, лицо или организация, которая нарушит вот это требование закона, уже может быть привлечено к административной и даже уголовной ответственности за причинение вреда или за разрушение памятника. И, соответственно, уже в отношении таких памятников обязательно у памятника должен быть хозяин или пользователь. Если его нет, а такие объекты у нас тоже есть, то есть имеющие статус безхозяйных объектов, то мы принимаем меры реагирования совместно с прокуратурой для принуждения к тому, чтобы принять этот памятник в чью-то собственность. В данном случае эта практика и законодательно отработана в том, что муниципальные образования, на территории которых есть бесхозяйные объекты, они обязаны принимать их в свою собственность. И тогда уже на них возлагается обязанность по приведению его в нормативное состояние. То есть это и меры по поддержанию в работоспособном состоянии, проведение текущего ремонта и ремонтно-реставрационных работ в соответствии с требованиями закона. То есть не как я хотел покрасил там стенку, еще и тут подпорку поставил, а это должен быть обязательно соответствующий проект. Его должна и разрабатывать, и осуществлять организация, имеющая тоже лицензию Министерства культуры Российской Федерации. Ну и понятно, что это действительно серьезное обременение для собственников и пользователей таких объектов. В наше тяжелое в финансовом плане время, конечно, это довольно существенное обременение. Приходилось ли прибегать к контролю? Ну, по контролю понятно, да, каким-то действиям относительно нарушения? Не, ну, конечно, потому что и как часто приходится? Раз мы имеем надзорные функции, то мы проводим и проверки, соответственно, и плановые, и внеплановые в отношении различных субъектов, и муниципальных образований, и других учреждений. И у нас, в общем-то, есть ряд решений, связанных мы составляем протокол, то есть принимаем решение об имеющемся составе административного правонарушения, составляем протокол, передаем дела в суд, и суд довольно часто, в общем-то, принимает решение в том, что в нашу пользу, то есть в правоте вот наших определений, присуждает к различным видам штрафов такие лица и организации. Что по поводу охранной зоны? То есть какова зона вокруг действия памятников? Сколько действует? Здесь надо некое статуса, понимание того, что сейчас законодательством предусмотрены два вида таких зон. Это, собственно, охранные зоны, как вы говорите, и защитные зоны. Есть такое понятие защитной зоны, оно относительно недавно введено в законодательство в 2016 году. И такие защитные зоны устанавливаются вокруг объектов памятников архитектуры и, скажем, некрополи, если они расположены вне территории кладбища. Величина этой зоны, если не установлены границы памятника, 200 метров от стены, а если установлены, то 100 метров от стены здания. Это самый жесткий режим, который не разрешает проводить реконструкцию или объектов, или строительство каких-то новых объектов капитального строительства. Для того, чтобы
создать благоприятную среду не только для самого памятника, но и для развития прилегающих к нему территорий, необходимо разработать проект охранной зоны, где могут быть предусмотрены и зона охраны самого памятника, она может быть и меньше 100 метров, естественно, это уже в зависимости от того, в какой среде находится памятник. Проект зоны охраны правильно называется. Он может установить зону регулирования застройки с определенными параметрами и ограничениями строительства вблизи памятника. Там может быть входить и зона охраняемого ландшафта, скажем, если он там присутствует. То есть вот этот уже документ, он регулирует вопросы сохранения среды вокруг памятника, исторической среды, и вводит регламенты, которые нужно соблюдать при ведении какой-то хозяйственной деятельности вблизи памятника. То есть к вам обращаются, да, по такому вопросу, когда выясняют? Ну, у нас, знаете, проект зоны охраны — это достаточно сложная работа, потому что ее тоже невозможно взять сходу нарисовать от руки, то есть это необходимо провести довольно серьезные исследования предварительные, исторические, архивные, библиографические, чтобы понять, какова была, собственно, среда памятника на момент его создания и существования. Необходимо готовить и графические материалы, различные точки показывать, что в большей степени заслуживает защиты, что нет. Поэтому здесь это комплексная работа, которую не может сделать один человек, как правило. Это должна быть работа, естественно, и архивиста, и историка, и архитектора, и библиографа, и культурологов тоже в том числе. То есть инженерный, геодезиста, там представителей естественных специальностей, потому что зачастую ландшафт участвует в этом процессе понимания, как сформировался ландшафт, особенно если объекты, скажем, находятся вне городской среды, или это вообще объекты не связанные не с архитектурой, а, скажем, как священные рощи или какие-то достопримечательные места, есть такие тоже виды памятников. То есть это довольно сложная работа, и процесс создания таких зон, он занимает, как правило, не один месяц, требуют соответствующие расходы, и не всегда это возможно провести за счет бюджета республиканского в том числе. Естественно, есть организации, которые заинтересованы в освоении территории вблизи памятников, тогда они сами берут, коммерческие организации, которые сами берутся за разработку подобных проектов зоны охраны. И вот проверить, насколько они соответствуют действительно нормам закона, для этого введен институт экспертизы, государственной историко-культурной экспертизы, потому что все проекты, кстати, у нас практически все такие значимые действия в нашей сфере, они осуществляется через вот этот институт. То есть, и я уже говорил об этом, и экспертиза по выявлению объекта, по включению в реестр, и экспертиза, связанная с установлением зон охраны вокруг памятника, и экспертизы, связанные с реставрационными работами на памятнике. То есть вот это все осуществляется через вот такую экспертизу. Это независимые, аттестованные Министерством культуры специальные физические лица. В некоторых случаях даже требуется не мнение ни одного человека, а комиссия из 3 человек. Это большая подмога для нас, как государственного органа, который осуществляет полномочия в области охраны памятника. Вот вы упомянули про священные рощи. Тут есть вопрос один. Как раз у нас в Удмуртии вообще есть хотя бы одна роща священная, которая признана памятником? У нас до той стадии включения в реестр пока эта работа не дошла, но у нас есть 4 священные марийские рощи, которые имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Сейчас мы занимаемся работой по подготовке всех дополнительных обосновывающих документов для того, чтобы представить уже государственным экспертам эти результаты. Договоренность такая есть, что есть эксперт, который взялся бы за эту работу, то есть буквально мы из Удмуртии? Да, мы в сотрудничестве и с археологами, и с географами, и антропологами сейчас проводим эту работу. То есть, к сожалению, кадровый вопрос тоже он существует и всегда, потому что здесь тоже нужно какое-то и компетентное мнение, и знание самого предмета.
А среди удмуртских рощ, марийские? Или у Ну, нас... формально я скажу, что у нас до сих пор не поступало ни одного заявления на включение в объект, в реестр таких рощ, хотя определенная работа проведена и проводится, и есть специалисты, которые этим занимались. Но здесь нужно действительно вот некий вот комплексный подход, который был бы изложен на бумаге, чтобы можно было понимать, насколько не то чтобы это оправдано, а ну, буквально пока просто даже ни одного заявления, не почему судить. Ну, понятно. Понимаете? То есть инициативы не было со стороны заявителей? Да. Ага, заявителями может быть юридическое или физическое лицо? И так, и организации. То есть это такие, да? Ну и раз уж мы про отдельные объекты перешли, хочется спросить, вот мы тут неподалеку от улицы Максима Горького находимся, где целый ансамбль, так ведь, зданий, домов купеческих, которые имеют статус памятника. Они в ансамбле или каждый сам по себе имеет? Но они в ансамбле. В ансамбле, да, именно. Один объект, очень такое в свое время нашумевшее было, исчезновение лавки Рывтина. Объект. Это Горького 74, да? Да, который ну, разрушили. Здесь, конечно, дело очень затянулось, и здесь и судебные процессы затянулись, и разбирательство и между заказчиками, подрядчиками этих работ. Было проведено несколько экспертиз по поводу соответствия проекту вот тех работ, которые уже были проведены. И собственник, ну и заказчик, соответственно, вот этих реставрационных работ сейчас пытается найти возможность реализовать свой проект. Но в данном случае, поскольку это частная собственность, то понятно, что это зависит от его возможностей, даже финансовых. Тем более, что, в общем-то, проект довольно старый, после этого и законодательство серьезно изменилось, и есть определенные сложности в реализации этого проекта. Но мы, конечно, тоже надеемся, что все-таки улица обретет свой, ну, если не первоначальный, но исторический вид, который мы все помним. А по поводу дома Оглоблина, вот, который сейчас реставрируют, крайний в данном ансамбле? Горького 88. Здесь есть общая проблема, особенно сейчас наступила, в том, что в прошлом году Министерство культуры Российской Федерации инициировало проведение работ по получению новых лицензий, то есть переаттестация организаций, которые имеют возможность проводить работы на памятниках в соответствии с этим законом, с нашим основным 73-м ФЗ. И, по-моему, само это министерство довело ситуацию до абсурда, что в настоящее время, например, у нас в республике нет ни одной аттестованной организации. И, по сути, уже вот это является препятствием для того, чтобы работы либо начать, либо возобновить, либо продолжить. По большому счету это из-за этого. Просто мы вынуждены были предупредить все организации, ведущие в настоящее время ремонтно-реставрационные работы на памятниках, о том, что до получения лицензии они не могут приступить к их возобновлению. Ну, и причем, к сожалению, эта ситуация повсеместно. Я вот общался с коллегами из Приволжского федерального округа, у многих такая ситуация. Я думаю, что это уже некий повод поставить вопросы перед министерством, почему так происходит. На федеральном уровне? Да. Понятно. Ну и вопрос такой очень острый сейчас стоящий вот по поводу домов ИТР, да, так называемых домов. Вообще статуса памятника они не имеют, так ведь? И заявления не было относительно них. Но вообще каким-то образом, согласно закону, можно ли их защитить, эти здания? Формально? Нужно ли вообще, может, даже вот ваше мнение? Это уже тогда не мнение по закону, нужно ли нужно. Конечно, вот лично для меня любая утрата, касающаяся зданий старше 40-50 лет, она сама по себе не может пройти бесследно для Ижевска. Я понимаю, что город должен развиваться, и должны быть определенные критерии, наверное, выработаны, чтобы понимать, что достойно сохранения, а что необходимо дополнительно изучать и уже принимать более взвешенное решение по этому вопросу. Скажем, наверное, когда мы помним еще вот из этого жилого квартальчика, построенного Сенатовым, были и другие дома, в которых жили известные люди, тоже Михаил Тимофеевич Калашников, да, и наши искусствоведы, архитекторы говорят, что те дома, например, были более интересны, да, но сейчас нам приходится выбирать не из того, что лучше, из хуже, из старой
Ижевск, из старых вот архитектуры Ижевска, а из того, что в принципе осталось. И вот особенно по поводу этих зданий, ну, у нас нет достоверных сведений у нас в Ижевске. Мы посмотрели старые вот, списки указателей памятников, мы не нашли по большому счету информации, касающейся вот этих двухэтажных домов. И мне кажется, у муниципалитета, в данном случае у города, должна быть более определенная позиция по поводу своего наследия. Потому что вот те процедуры, с которыми связаны новое выделение участков под новое строительство, строительство там новых жилищных комплексов или торговых центров, они, конечно, должны проходить при большем общественном участии. И понятно, что с другой стороны, что невозможно все возлагать на бюджет, но и делать процедуру более прозрачной, открытой в понимании того, чтобы объяснять людям, что нас ожидает, если мы, скажем, будем сохранять какое-то ветхое здание, имеет ли оно действительно какую-то историческую ценность, может быть, есть какие-то альтернативы или, скажем, ну, возможности поиска консенсуса. Давайте тогда, ну, если у нас вот город исторически был деревянный, и, собственно, каменная эта застройка появилась относительно поздно, то, наверное, все-таки можно где-то найти такой квартальчик или выделить место, где мы могли бы, по крайней мере, создать вот этот музей. Прекрасный, мне кажется, проект был, это, ну, то, что рабочее название, проект рабочей слободы, улицы Оружейников на набережной Ижевского водохранилища. Переулок широкий, да? Да, там, ну, и милиционной большей части, где можно было, по крайней мере, нашим потомкам видеть, каков был город, ну, 150, там, 200 лет назад. Вот. Нельзя, мне кажется, так отказываться от старины. Тем более есть прекрасные примеры и реновации, и использования вот этих старых элементов в архитектуре и крупных городов, скажем, Казань или Иркутск, они ведь сохраняют вот эти старые дома. И возобновляют. И возобновляют, становятся их довольно интересными туристическими объектами. Ну, здесь все-таки нужна мудрость руководителя. То есть это зависит от администрации города и региона, наверняка, уже. Да, да. Ну, может быть, и нам, конечно, стоит поактивнее, но мы, в общем-то, по мере возможности обращаемся и указываем на такие вот прецеденты. Но, с другой стороны, понимаете, любое решение вот в этом вопросе, там, градостроительства, архитектурного развития, оно невозможно без некой все равно общественной поддержки. Конечно, в городе добиться какого-то консенсуса, чтобы все были одинаково довольны результатом, это, конечно, сложно, но нужно, ну, по крайней мере, смотреть, может быть, на шаг вперед и понимать, что реально людям необходимо, что приведет их, что делает для них интересным город. Потому что должно быть некое сочетание и древней старины и какой-то новизны, которая помогает людям комфортно жить. Я в этом не сомневаюсь, что нужно здесь искать варианты. Ну, да, формула власть, туризм, бизнес здесь универсальна. Возможно. Да, взаимоотношения. Ну, и еще пару вопросов, буквально скоро закончим. Про театр Короленко. Вот не так давно вновь поступила новость о том, что его планируют сносить, разрушать старое здание театра имени Короленко. Что по поводу него? Статус оно тоже не имеет? Оно тоже не имеет статуса памятника, и, возможно, это, видимо, опять из той же истории, что нам приходится выбирать из тех зданий, то есть уже более внимательно, что ли, присматриваться к тем зданиям, которые у нас имеют более 60-70-летнюю историю. Здесь просто момент такой, что ведь это здание находится на одной из центральных улиц Ижевска, оно так или иначе вписано вот уже в сложившуюся градостроительную линию. Надо понимать, и какое окружение у этого здания. И, ну, ближайшим памятником там является дом Ахизина, да, чиновника? Да, дом чиновника Ахизина. Ну и по большому счету вообще-то ближние здания, тот же, скажем, дом печати,
и угловое здание на перекрестке, банк, который сейчас занимает Сбербанк, они, в общем-то, относятся к категории ценной исторической застройки, хотя у них нет статуса памятника, но тем не менее они все-таки представляют эту самую историко-культурную ценность. На мой взгляд, и, в общем-то, и у здания театра Короленко есть такие же признаки, и буквально вот относительно недавно и архитектурное сообщество, то есть Союз архитекторов выразил свое мнение по поводу этого, что действительно здание достойно того, чтобы не просто его сносить, а каким-то образом хотя бы воспроизвести его элементы, тем более мы все прекрасно знаем, что это тоже одно из тех учреждений культуры, которое было построено в годы Великой Отечественной войны, и вроде бы не гоже нам в преддверии большого юбилея так легко с ним расставаться. Мемориальное здание. Я понимаю, что, конечно, все равно все меняется. Вот в Москве сейчас стадион Лужники сносят. Тоже вроде бы, вспоминая еще свои детские годы Олимпиаду 80, которая вся прошла на этом, много мероприятий не проходило. Конечно, определенное чувство ностальгии и печали по этому поводу проявляется. Конечно, может быть, ничего, наверное, не вечного нету, но так или иначе, вот я опять же призываю все-таки с более взвешенному и прозрачному принятию решений по этих вопросах, когда мы имеем дело с историей. Ну и касательно темы статус памятника, у нас имеет уже завод Бодолева давным-давно, да, здание на набережной. Сейчас какова его дальнейшая судьба, что вообще планируется с ним? Так, это, конечно, вопросы, в первую очередь, которые нужно относить к собственнику здания. Собственник здания – это Академия наук Российской Федерации, здание находится в федеральной собственности. Наверное, многие знают о том, что существует мораторий на операции с недвижимостью Академии наук. В данном случае это здание тоже, оно не может быть приватизировано в обычном порядке. И кроме того, у руководства Удмуртского научного центра есть определенные виды на его развитие, на создание в нем такого центра популяризации науки. В принципе, неплохой проект, мне показалось. Некая концепция была уже нам представлена, поскольку мы готовили совместно с руководством научного центра заявку на федеральное финансирование государственной программы развития культуры и туризма. Результаты пока неизвестны, но тем не менее уже отрадно, что все-таки что-то делается, не просто так это здание сейчас пустует, а предпринимаются попытки вдохнуть в него жизнь. Будем надеяться, что живет здание и станет достоянием общественности города и туристов, возможно. Да, набережная вообще сама по себе у нас очень интересная. Конечно. И мы уж, наверное, который год ждем, когда будет выработана вот эта концепция функционального развития этой зоны, и для того, чтобы уже понимать, что будет на этой территории, и когда, наконец, горожане могут увидеть его уже в обновленном виде. И, наверное, последний вопрос. Как вообще, какие памятники недавно поставили на учет? Что-то приходит из того, что было, будет? И какие перспективы по дальнейшему рассмотрению? Еще раз говорю, конечно, вообще-то в законе упомянуто, вернее, в положении о выявлении памятников упомянута возможность неких региональных программ по выявлению памятников. Я считаю, что это вряд ли должна быть исключительно государственная программа, хотя, конечно, если бы была такая возможность, можно было, наверное, и за государственный счет проделать некую исследовательскую работу, еще раз проинвентаризировать наше наследие, счет фонда, что мы имеем, не обязательно фонда. Это, в общем-то, может быть и общественная работа, это могут быть какие-то гражданские институты взяться за эту работу. Просто у меня сейчас складывается впечатление, что мы работаем в режиме, к сожалению, у нас функций пожарных нету. Но если что, известие о каком-то сносе, сразу же поднимается волна о том, что не представляет ли это здание на самом деле интерес. Я говорю, и ситуация такая, что, может быть, 30 лет на него бы историки даже не взглянули бы, потому что было что еще в городе сохранять. Но город действительно значительно обновился, и сейчас уже мы буквально имеем дело с остатками, к сожалению, нашего наследия. У нас есть некоторые новые появившиеся объекты, причем муниципального значения. То есть мы включили в реестр памятники
в селе Каракулино, есть у нас и объекты в селе Сюмси. Сейчас 2 объекта. Мы готовим приказ, уже мы прошли и экспертизу, и согласование соответствующих правительств, ведомствах, и, наверное, подарками, определенным таким достижением, можно сказать, что памятником истории культуры станет храм Александра Невского в селе Удугучин Ровенского района. И здание Земской больницы, насколько я знаю, недавно на улице оно Свободы. Имеет статус, вот есть разница, все-таки вот там уже все. То есть Удугучинский храм, он войдет в реестр, как памятник регионального значения. А в относительно Земской больницы он включен в перечень выявленных объектов, и здесь еще предстоит экспертиза. То есть если пройдет экспертизу, то тоже возможно потом согласование, а потом уже включение в реестр. Ну, спасибо за вопросы, за ответы. Спасибо за вопросы. За ответы, да.